команды ЦСКА Виктор Зинченко. Игорь Михайлович, по матчу что можно сказать? Думаю, что таких матчей у нас будет много, потому что легко очки никому не даются, все команды сражаются за эти очки, никто не хочет уступать. Рубин на очень таком хорошем игровом кураже проводит тут стартовые 4 тура уже. У них многое получается, поэтому, конечно, нам пришлось в конце нелегко, хотя, если взять суммарно 2 тайма, то наша победа заслужена. И, наверное, можно было менее напряженно сыграть концовки, забив, наверное, в первом тайме 2 мяча. Но, тем не менее, это футбол, разные ситуации могут быть. И вот то, что в концовке мы сдержали натиск Рубина, наверное, пойдет нам плюс, потому что в таких вот матчах вот закаляется характер команды. Спасибо, пожалуйста, вопросы. Поднимаем руку, представляемся. Данил Игнатов, 124. Показалось, что очень там глубоко сели во втором тайме в конце. Это какая-то установка была или как получилось? Ну, 2 момента. Конечно, и Рубин проигрывал домашний матч. И, все-таки на Казань-арену столько болельщиков не ходило, они гнали вперед. И наша пока еще не устоявшаяся многих футболистов психология, несыгранность позволила Рубину глубоко прониковать нашу половину штрафную площадь. Но тем не менее, таких каких-то опасных моментов, ну, напряжение было, да, но сказать, что какие-то голевые моменты в наших ворот, наверное, нет, хотя, наверное, в начале второго тайма какой-то момент был. Но тем не менее, я считаю, что мы должны были лучшую игру во втором тайме контролировать. Спасибо, еще вопрос, пожалуйста. Данил Замерин, Бизнес Онлайн. Не удивило, что меньше месяца назад играли с Рубином, без шансов 4-0 вынесли, и тут они за 4 тура так прибавили и, наверное, сражаются с лидером сезона. За счет чего, как вам кажется, это? Ну, в какой-то мере уже ответил на этот вопрос. То есть у них такой хороший такой кураж, я бы сказал. То есть у них хорошая, наверное, атмосфера. Тренер пришел, который объясняет, каким образом действовать в атаке. Они играют раскрепощенно. И в какой-то мере, может быть, если первый тур, который с Локомотивом Рубин провел, может быть, сыграла роль своей недооценка Локомотива, потому что после нашего 4-0 там казалось, что у Рубина все плохо. Тем не менее, они молодцы, проявили себя в вот этих всех 3 турах. Но думаю, что они на правильном пути. Еще вопрос. Есенин, спасибо. Спасибо.
Добрый вечер, коллеги. Начинаем нашу пресс-конференцию. Ваше внимание, главный тренер Рубина Эдуардо Дакампо. Пожалуйста, краткий комментарий по матчу. Всем здравствуйте. Сегодня, наверное, начали лучше, чем в предыдущих играх. Но, конечно, не смогли превратить это преимущество в гол. Потом потерпели эти моменты, плохие моменты, где качество ЦСКА было видно, всем видно. Пропустили гол, это потом на втором тайме, наверное, взяли инициативу на себя. И жаль, что не смогли забить гол. Пожалуйста, коллеги, вопрос. Даня. Сегодня дебютировал Ник Кипиани. Как вот оцените его игру в первом матче за рубежом? Ну, наверное, ему тяжело, потому что недавно был у нас. Сегодня мы хотели, чтобы он взял более мяч, не пропустили столько ошибок в пасах. Он пытался. Но, наверное, как все остальные, не смог усилить игру команды. Да, еще. Кварацхелия сегодня отсутствовал. В каком состоянии? Ну, у него есть простуда, или вообще я думаю, что с завтрашнего дня или послезавтра уже будет тренироваться. Сегодня команда по ходу игры перестроилась с 4-3-3 в 4-4-2. Новая схема вот эта, она наигрывалась или просто это такой вариант, которому пришлось прибегать? Мы исходим из принципов, из понимания игры, а это, наверное, не касается столько схемы, настолько как мы можем усилить игру. Да? Поэтому нам не принципиально 4-3-3, 4-4-2, это не принципиально, они знают, что должны играть на поле, и мы хотим, чтобы они могли играть в нескольких схемах. Еще есть вопросы? Если нет, спасибо за внимание. Спасибо, Вася.